тебя микрофон есть? Прикольно. Да, проверяю, только не вырву. Да, остановись, аккуратно. Ну да, ну. Главное, не потяни сильно. Слышишь? Пощелкай пальцем микрофон. Микрофон проверь, пощелкай. Вот, вот. Давай еще раз. Давай, пошел. Нюхали, на него не дышали, понимаешь? Потому что, блин, какие-то сам порвался. Для воздействия просим всех встать для исполнения гимна Республики Беларусь. Я уже все сделал. Все составы или комментаторы. Коснусь, я сейчас спокойно все это сделаю. Я сейчас все это сделаю. Я говорю составы уже исполняю.
Тыкать. Ну, довольно неудобно. Вверх, видишь? Ну, не нижний. Это основная камера сейчас работает. Вот типа основной камеры. А он снизу с этими с наушниками, и ничего не видишь. Конечно, всегда. Неман, Зорко, БДУ. Матч стартует. Матч стартовал. Атака происходит на ворота. Слышно меня? Есть вообще звук? Раз, два, три. Атака происходит на ворота. На ворота Зорки забирает голкипер. Вбрасывает мяч. Вбрасывает мяч. Происходит пробежка по левому флангу. Неман атакует. Слева перехватывает мяч защитницы. Никаких проблем в этой атаке не возникает. И матч, соответственно, продолжается. Счет пока 0-0. Составы не объявляю. Есть? Здравствуйте, дорогие друзья. Белорусская федерация футбола приветствует вас на очередном матче предзаключительного тура чемпионата Беларуси по футболу среди женских команд, женская лига. Матч, который с полным правом можно назвать решающим для двух выступающих сегодня коллективов, а именно Немана из Гродно, который принимает на своем футбольном манеже, принимает команду из Минска Зорку БДУ. Для вас этот матч прокомментирую я, комментатор Белорусской федерации футбола Виктор Трофимук. Мы врываемся с вами сразу в этот матч. И давайте разбираться, как кто сможет завладеть инициативой и взять столь нужные 3 очка. Впрочем, возможно, матч будет сведен к ничьей сегодня. Почему матч важный? Потому что это, по сути, можно назвать встречей за 3-е место. Несмотря на то, что как такового плей-офф в чемпионате Беларуси нет. Это не кубковый розыгрыш. Здесь все проходит по двухкруговой, точнее трехкруговой в случае женского чемпионата системе. Но при этом так сложилась турнирная ситуация к текущему моменту, что именно Неман и Зорка с полным правом претендуют на 3-ю строчку в турнирной таблице. Осталось сыграть по 2 матча каждая из команд. И шансы сохраняют и та, и другая на бронзу. Чуть больше они, чуть выше у Зорки. Об этом чуть-чуть позже. Но, тем не менее, играют дома именно Неман. И девчонкам в желто-зеленой канареечной форме сегодня обязательно нужно побеждать. Обязательно. Зорку, скорее всего, устроит и ничья. Однако главный тренер команды Сергей Русецкий, команда, играющая сегодня в красивой розово-фиолетовой форме, сказал, что девушки также приехали лишь за 3 очками, за победой. Итак, давайте познакомлю вас со стартовыми составами команд. Прозвучал гимн Республики Беларусь. Немного мы опоздали в вступлении с этой трансляцией, тем не менее. Пока атакует Зорка правым флангом, я вам назову ее, собственно, состав стартовый. В воротах Виктория Крылова под 15 номером, полевые футболистки. Сегодня это Кристина Киянка, номер 5, Лиана Мирошниченко, капитан команды, под номером 6. Пока ничего у нас не происходит в обороне Зорки БДУ. Алина Васильева под номером 11 выступает, Алина Щерба 13 номер, Лилия Жиголка под номером 16. Надежда Воскобович вышла под 17 номером.
Полина Гиршис под 19-м, Диана Шмаровская под 21-м, Елизавета Болотянова 75-й номер имеет на своей футболке, Яна Бенкевич под номером 97. Тренирует команду, как я уже сказал, Сергей Русецкий. И о запасных игроках чуть позже, когда об этом будет смысл и повод поговорить. Сейчас состав хозяев сегодняшнего матча, сегодняшнего противостояния команды Неман Гродненской. Ковальчук Екатерина в воротах под номером 91, полевые футболистки Татьяна Барташевич номер 7, Наталья Качан номер 8, Екатерина Дудко, капитан команды, играющий тренер под номером 11, Татьяна Кенда номер 13, Джульетта Нана номер 14, Валерия Харитончик номер 21, Каролина Житко номер 22, Дарья Татарин номер 23, Муса Зуварату под номером 33 выступает, и Татьяна Логвинова под номером 55. Тренирует команду, как я уже сказал, Екатерина Дудко, она же на поле, она же капитан, она же все в одном. Тащит на себе буквально локомотивом команду к этой бронзе. Получится ли дотащить, посмотрим. Возможно, этот матч уже даст какие-то сегодня ответы на этот вопрос. Назову также, конечно же, вам судьи сегодняшнего матча. Главный судья — это Павел Яковенко. Он представляет Гомель, как и вся, в общем-то, бригада, насколько удалось найти информацию в социальных сетях. Помощники на линии — это Андрей Садловский и Николай Прохоренко, четвертый судья Евгений Соколовский, инспектор Михаил Лавский. Всех успел я объявить, себя объявил чуть раньше, а теперь, собственно, внимание на футбольный газон. Не будем отвлекаться от футбола, поскольку футбол сегодня ожидается горячий и очень интересный. Заброс на одну из африканских представительниц, а именно Джульетту Нану, под 14 номером играющую представительницу Буркина-Фасо. Не проходит он. В центре поля принимает Логинова. Снова на Нану. Нана правым флангом тащит, финтит на дриблинге. Пытается разобраться сразу с двумя соперницами, но накрывает ее. Не очень далеко удается вынести мяч Зорке. И здесь же на подхвате 13 номер уже в защите Татьяна Кенда. Важнейшая встреча состоится в этом предпоследнем туре. Матч за бронзовые медали. Он может стать, если сегодня Зорка победит, то не останется уже шансов у Немана для того, чтобы забрать это третье место у Зорки. В случае победы Немана останутся еще теоретические шансы у обеих команд. Там даже сложно будет сказать, у кого они будут выше. Но, впрочем, по диспозиции пока позиция выглядит лучше у Зорки. Почему? Скажу я вам. Зорка имеет 49 очков в турнирной таблице. У Немана таких очков 47. Ну и, как мы понимаем, даже ничья сегодня вполне устроит Зорку, особенно учитывая, что у нас нарушение. Падает футболистка Зорки, и падает не по своей инициативе. За руку ее держала соперница в желто-зеленой форме. Будет штрафной, за которым мы, разумеется, понаблюдаем. В последнем туре, в решающем туре, играть Неману на выезде у Минска, а Зорке принимать Бобруйчанку. И, как вы понимаете, в принципе, у Зорки гораздо более благоприятный календарь на эти оставшиеся матчи. Поэтому, ну никак, Неману сегодня нельзя проигрывать. Впрочем, и ничья будет очень нежелательно. Таким образом, оба коллектива запротоколировали свои амбиции на сегодняшнюю победу. А у нас штрафной на исходе 7-й минуты матча. Будет навес в штрафную. И лучше всех справляется защитница Немана. Можно попробовать контратаку, но здесь совсем не было футболистов Немана. И вот здесь либо технический брак в передаче, либо просто не было возможности разыграть. Поэтому получилась вот такая срезка в аут. Перехватывает Неман. Убегает Нана. Нана выбегает 1 на 1. Можно забивать. Нана обходит голкипера, бьет в пустые ворота. Это мимо. Не верю своим глазам. На 9-й минуте могла открывать счет Нана Джульетта. Буквально промахнулась, каких-то десятков сантиметров не хватило от правой стойки защищаемых ворот защищаемых вратарем, соответственно, Зорки Быдыу Виктории Крыловой, многоопытной голкипером. Прошел мяч, там уже она в отыгранном была положении с этого выхода 1 на 1, но мяч все-таки разминулся с воротами.
Да, опаснейший момент. Можно было открывать счет. Ожидаем мы сегодня упорной борьбы. Вот здесь, кажется, можно пробить. Не бьет. Разыгрывает с Мусой Зувырату. Вот такой удар. Или это пас получился на Нану. Нана здесь попробует скомбинировать. Или пойдет сама. Дает штрафную. Застревает мяч в ногах футболисток Зорки. Здесь попытка удара от Мусы Зувырату. Уходит мяч. Возвращается в штрафную и играет, наконец-то, уже Виктория Крылова. Забирает в ворота, забирает в руки футбольный снаряд. Не ворота, конечно. Ну что, бодрые такие у нас первые минуты этого матча. Сразу видно, что девушки нацелены на атаку. И прежде всего это можно сказать о девушках-представительницах Немана. Зувырату. Снова Нана. Вот эта связка работает отлично в этом сезоне во всем. Не только в матче. Хорошо в центре поля играет футболистка Зорки БДУ. Логинова. Логинова обыгрывает. Пас на Зувырату. Зувырату добежит, конечно. И вот такой навес. Можно пробить. Обрабатывала довольно долго. Здесь Екатерина Дудко мяч. Одна из лучших бомбардиров этого первенства чемпионата Беларуси. 30 мячей на ее счету. Настоящий киллер. Супер бомбардир. А здесь разбегается Зорка. 5-й номер выходит, но отлично играет. Отлично играет Екатерина Ковальчук. Прочитала она развитие этого эпизода и не дала Кристине Киянке бежать уже к пустым воротам, если бы удалось обойти. Помним мы момент Наны Джульетты. Она не смогла завершить в пустые ворота, но вот сейчас Кристине Киянке не позволили то же самое сделать. А здесь уже Зувырату отрабатывает в защите. Она правый фланг сегодня будет возить только так. По всем направлениям. Защиту в атаку. Нана. Не дают ей добраться до мяча защитницы Зорки. И вновь Виктория Крылова немного успокаивает матч и своих партнеров по команде. Не дают сбавить темп футболистки Гродненского Немана. Нагнетают и нагнетают. Будет аут у нас. Зорка БДУ его бросает. Гродненский Неман сам себя поставил в затруднительное положение перед этими последними турами. Довольно уверенно. Большую часть сезона, третью строчку турнирной таблицы чемпионата Беларуси занимала команда. И еще месяц назад она занимала эту самую третью турнирную строчку, позволявшую забрать бронзовые медали. На 3 очка опережала команда из Гродно команду из Минска, Зорку БДУ. Ну вот последние результаты испортили статистику и положение в таблице Гродненскому Неману. На фоне набора очков Зоркой, я прерываюсь, поскольку Екатерина Дудко будет бить. Удар получается неточным. Что ж, довольно существенно больше атак мы видим на правые от нас ворота. Ворота Зорки, ворота, защищаемые Викторией Крыловой. Оно, в общем, в какой-то мере понятно. Как я уже сказал, играющий дома Неман, отступать этой команде сегодня некуда. Последние результаты Немана, о которых я говорил, не самые удачные. С прямым конкурентом, еще одним, за 3-ю строчку в ничью сыграла команда. Около месяца назад случилось это, 9 октября, в гостях у Могилевского Днепра 1-1. Ну и совсем уж плохой результат неделю назад был зафиксирован на этом же крытом футбольном манеже. Поражение со счетом 0-1
от Бобруйчанки, которая ни на что не претендует уже в этом сезоне. Она крепкий середняк, отличная команда у Николая Касаткина. Титулованная, как мы знаем. Одна из самых титулованных, да самая титулованная в Беларуси. Ну, правда, ее титулы пришлись на те времена, когда еще не было суперграндов, но тем не менее. Женский футбол тогда был другим, деревья были выше, трава зеленее, и все в таком духе. Тем не менее, проиграл Неман на этом самом стадионе, на этом самом манеже Бобруйчанки. Удалось посмотреть частично тот матч и опасные эпизоды из него. Существенным преимуществом владела гродненская команда. Опять же, прервусь я, потому что пас на Екатерину Дудко. Что придумает Екатерина? А придумывает она навес. Кулаком играет Виктория Крылова, не позволяя вступить в эту опасную атаку кому-то из гродненок, скажем, назовем их так, девушек. Хотя представляют они, конечно, не только этот город и регион. Здесь Муса Зуварату не позволит себя обойти, конечно. Очень цепкая футболистка, которая и в защите, и в атаке может быть одинаково полезна для команды. Наверняка сегодня эта троица немало крови попьет защитницам Зорки. Я имею в виду, конечно же, Джульетту Нану, Мусу Зуварату и Екатерину Дудко. Эти девушки наколотили приличное количество мячей. Чуть позже распространю эту свою мысль со статистическими выкладками. Ну а пока еще пару слов про это вот обиднейшее поражение прошлой недели. Конечно, это соль на рану для болельщиков гродненской команды, для нее самой, поскольку преимущество владел гродненский Неман, создал уйму голевых моментов, где-то даже стопроцентных. Был удар в перекладину от Екатерины Ковальчук. Был нереализованный пенальти от Джульетты Наны. Было все в этом матче, но в результате победу одержала команда Николая Касаткина Бобруйчанка. В результате, как мы понимаем, этим самым, конечно, гродненская команда поставила себя в затруднительное положение, но это затруднительное положение все еще пока разрешимо. Нужно одерживать 2 победы в оставшихся матчах, начиная с сегодняшнего дня. И тогда судьба команды будет решена ею самой. Тяжело это будет, конечно, сделать, поскольку соперники очень сильные. Зорка сегодня. Футбольный клуб Минск в заключительном туре. Команда, которая уже обеспечила себе серебряные медали. Но в таких матчах, когда турнирной мотивации у команды более, скажем так, мастеровитой, а я думаю, можно так говорить про Минск, когда этой турнирной мотивации нету, то вполне возможно и одержать победу. А здесь игру рукой фиксирует арбитр сегодняшней встречи у Джульетты. Естественно, мяч достанется футболисткам столичного коллектива. Быстро разыгрывают они между центральными защитниками командой. Вот на контрасте у Зорки результаты отличные в последних матчах. Вот если брать 5 последних встреч, то можно сказать, стопроцентное количество очков забрала команда из Минска у своих соперниц. Вынося за скобки единственный матч против Динамо БГУФК, который не может обыграть, в общем-то, никто в этом сезоне, даже Минск. Сколь бы ни старался, не приблизился к этому. Ну, точнее, приближался, но не достиг. А за исключением этого матча 4 другие встречи были выиграны Зоркой БДУ. Дежурная, в общем-то, победа над Гомельской областью Динамо Брест. Ну и очень важные, очень упорные матчи с сборной АБФ до 19 лет. 3-1 победа в гостях. И очень важная домашняя победа неделю назад над Днепром. Причем победа волевая. О том матче Сергей Русецкий, главный тренер команды Зорка БДУ, сказал в послематчевом интервью следующее. В первом тайме не все удавалось команде. Привезли сами себе мяч. И это его слова Сергея Русецкого. Много прессинговала команда Днепр-Могилев. И некоторые ошибки привели к пропущенному мячу. Ну, во втором тайме разговор в раздевалке сработал. Он сказал своим девушкам,
команды Зорко БДУ, что нужно продолжать в том же духе, играть в свой футбол. И в результате случились два быстрых мяча. И вновь я прерываюсь. Екатерина Дудко идет к воротам на всех парах. Нана пробивает и... Стойка ворот спасает, судя по всему. Ну и к тому же там еще вступили в игру футболистки противоположной команды Зорки. И будет угловой. Очередной очень опасный момент. Уже второй, можно сказать, после выхода Наны. Опять же Нана выбегала. Там угол, конечно, был куда меньше. Сокращала его Виктория Крылова своим выходом. Но, тем не менее, можно было забивать. По опасным моментам 2-0 в пользу Немана. Но опасные моменты в счет не заносятся. В счет на табло заносятся только лишь голы. А потому Неману нужно продолжать давление. Таким образом, Зорко своими удачными результатами, особенно на фоне неудач Немана, смогла обойти своего конкурента не только этого сезона, но и последних 2 сезонов чемпионата Беларуси. А здесь опасная игра. Нельзя так высоко поднимать ногу. И указывает на это Павел Яковенко. Если не ошибаюсь, Надежда Воскобоевич так высоко играла. Хотя нет, скорее это была Яна Бенкевич. Не 17, 97 номер. И здесь просто удар от ворот на сей раз. Тем временем 20 минут первого тайма у нас минуло. Интересный футбол. Безусловно, обе команды стремятся к наилучшему для себя результату, но похоже на то, что инициативой владеет Неман. А Зорко ловит свои шансы в контратаках. Как вот, например, сейчас могло получиться, но хороший перехват от защитника Немана. Екатерина Дудко на фланге встречается с мячом, разворачивается, пробрасывает мяч. Нана бьет! И хороший сейв получается у Крыловой. Ну, кажется, пробила не совсем так, наверное, как хотела, как могла в той ситуации. Недостаточно опасно. Джульетта Нана роняет Логину, но не реагирует. Павел Яковенко. Будет просто аут. Муса Зуварату далеко вбрасывает на Нану. Сигнализирует, что была игра рукой. Не реагирует на это Яковенко. Мне, правда, тоже показалось. Ну, мало ли что показалось. Эпизод заигран. Продолжаем. Дальний заброс на левую сторону. Хорошо ходит мяч сегодня у футболиста гродненской команды. Активно подключают 2 африканских легионеров. Прострел, удар! Чуть выше ворот, но очень опасно. А пробивала по вороту Валерия Харитончик, которая тоже любит и умеет подключаться к атакам. Говорил я, что отличная статистика у атакующей троицы Немана. Екатерина Дудко 30 голов, Нана Джульетта 22 гола и Муса Зуварату 20 голов. То есть, как вы можете видеть, 72 мяча на троих, а ведь еще и голевые передачи были. Муса Зуварату можно пробить? Нет, она выбирает другое развитие атаки. Татьяна Логинова также в центре поля хорошо работает. 55-й номер. Разгоняет атаки и роль опорницы выполняет. Эдакого волнореза в случае необходимости. Правый фланг целиком отдан на откуп Мусе Зуварату. Харитончик и Нана караулят, прессингуют. Как мы видим, прессинг этот приносит свои плоды. Екатерина Дудко. Прострел. Проникающая передача. Удар. И неплохо. В ближнем углу Виктория Крылова внимательно играет. Пока каких-то сверхзадач перед ней не ставили, кроме, может быть, выхода 1 на 1. Но там скорее сама Нана промазала по рамке.
Да, приличное количество моментов создал Неман. Нет пока самого главного, нет забитого мяча. Ну, более скромные результаты в плане бомбардирских достижений у отдельных футболисток Зорки БДУ. Может быть, более командная игра, можно так сказать. Хотя не то, чтобы у Немана нет командной игры. Не хочу здесь кого-то оскорбить или обидеть в плане тренерской выучки. Ну вот у Ляны Мирошниченко, футболистки центра поля скорее, хотя и ориентированная где-то на атаку, 16 мячей в текущем сезоне. У Кристины Киянки 11 мячей. Это из тех, кто присутствует сегодня на футбольном поле. Но в прошлом матче, матче Зорки против Днепра, Киянка забила просто шикарнейший мяч. Можете найти на YouTube в официальных социальных сетях, в аккаунте Белорусской Федерации футбола. Потратьте пару минут своего времени, не пожалеете. Кристина прошла несколько защитников Днепра, и здесь у нас удар Татьяны Логиновой, и опасно так. Легким осенним ветерком обдуло крестовину ворот Виктории Крыловой. Впрочем, вновь мимо. Вот тот мяч Кристины Киянки получился просто великолепным. Она накрутила несколько защитников, еще и вратаря обманула с острого угла и буквально завела мяч в пустые ворота. А здесь убегает Кристина Киянка под мои слова. Ну-ка, соорудить красоту на сей раз. Смещается в центр, возможно, будет бить. Выбирает другое развитие ситуации. А здесь уже мяч доходит до капитана команды, до 6-го номера Ляна Мирошниченко. Также отличный бомбардир. Но вот этот пас неточный получается. Будет убегать Валерия Харитончик. Неточный пас, совсем неточный. Вновь Зорка с мячом. Дальний заброс. Яна Бенкевич не дотягивается до мяча. А здесь уже комбинируют футболистки Зорки. Каролина Житко и... Извините, Диана Шмаровская, конечно, нападающая из Зорки БДУ. Не справляется с обработкой этого мяча. И будет вводить футбольный снаряд в своих ворот Екатерина Ковальчук. Екатерина Ковальчук, по большому счету, сегодня в игру серьезно не вступала, в отличие от своей визави Виктории Крыловой, которой пришлось потрудиться, а в некоторых моментах просто надеяться на судьбу. Но пока счет 0-0. Футболистки ни той, ни другой команды не смогли найти подход и ключи к воротам друг друга. Зуверату будет бросать из аута. Далеко будет это делать. Не получилось обработать. Тяжело, конечно, было здесь Екатерине Дудко. Яна Бенкевич пробрасывала. И все-таки свистит фол Павел Яковенко. Немного там руками, конечно, придерживала ее визави. Ляна Мирошниченко будет подавать этот штрафной. Давайте посмотрим, что получится. Немного моментов пока у Зорки, поэтому штрафные — это грозное оружие. Много футболисток здесь в штрафной. Похоже, будет навес верховой. Так и есть. Это похоже на удар даже. В такие моменты любое подставление ноги, головы может решить судьбу эпизода в пользу атакующей команды. Ну а помощник судьи на линии показывает зафиксированное положение вне игры у атакующей команды. А это значит, что гол не был бы засчитан, даже если бы он состоялся. Ну, коль скоро говорим мы с вами о цифрах различного рода, то стоит напомнить, что буквально неделю назад столетие отметил главный вуз нашей страны,
Белорусский государственный университет и, собственно, команда его представляющая сегодня на футбольном поле в женской лиге вполне может в случае победы завоевать бронзу и сделать своеобразный подарок всем поклонникам этого университета, всем его выпускникам и руководству, разумеется. И вновь в атаке Неман. Передохнули немного девушки. Ну и быстрый перехват в исполнении Зорки. Технический брак в передаче. И снова Неман будет владеть мячом. Футбольная аритмия в действии. Немного девушки из Гродно, из команды, представляющей этот областной центр запада нашей страны, передохнули. Теперь можно и вновь убегать в свою атаку, потому как полчаса у нас истекают. Несмотря на существенное территориальное преимущество и преимущество во владении мячом, конвертировать это в забитые голы не удалось. Неману не удалось пока. С другой стороны, опять же, вспоминая прошлый матч с Бобруйчанкой, были проблемы с реализацией моментов. Поэтому нужно это локальное проклятие снимать, конечно, скорее Неману. Ну а Зорке нужно всеми силами сдерживать соперниц. Присутствует некоторое количество зрителей на футбольном манеже. Около полусотни, думаю, наберется. Вход на манеж бесплатный. Если кто-то еще не подошел, можете это сделать, если вы находитесь в Гродно. Поддержать свою родную команду. Ну и изредка мы слышим аплодисменты от местной публики, когда случаются удачные эпизоды в исполнении хозяев. Вновь прессинг в исполнении команды из Гродно. Здесь Харитончик и Нана поджимают своих соперниц из защиты. Попыталась раскрутить веером эту контратаку Зорка, и не получилось, как показалось мне сначала. Но вроде проходит. Яна Бенкевич запускает свою партнера по правому флангу. Ждет для навеса здесь и пролетает мимо мяча Кристина Киянка, если не ошибаюсь. Но зато мяч этот в руки забирает Екатерина Ковальчук. Хороший перехват в центре поля. Можно делать передачу. Но передача эта оказалась не точна в том плане, что вновь офсайд зафиксирован. Но уже у другой команды. На сей раз у Немана. Около 15 минут у нас остается в первом тайме. И попробует Зорка развернуть свою атаку. Киянка. Мирошниченко. Диана Шмаровская. Зурату справляется. Пас на Нану. Нана ищет, кому бы отдать мяч. Отдает Зурату. Здесь можно попробовать на Харитончик. И все-таки перекусили эту атаку футболистки Зорки. Стараются не задерживаться в центре поля футболистки обеих команд. Шмаровская. Пасует в центр. Киянка. Можно пробивать. Накрывает Киянку Джульетта Нана. Выбивает мяч. Здесь Харитончик раскручивается и свистит судья Яковенко в сторону ворот минской команды. Алина Щерба нарушила правила, полежала немного на газоне. Все нормально, все в порядке, можно продолжать матч. Готовится к дальнему забросу защитник Немана.
Дудко собиралась отправить уже головой мяч в штрафную. Не получилось это сделать. Перехватили мяч. Логинова отдает своей защите. Еще глубже на голкипера. Ну, пока ищут варианты девушки из Немана. Справа есть Муса Зуварату, слева есть Валерия Харитончик, по центру есть Екатерина Дудко. Есть еще и Нана Джульетта, которая, как кажется, тяготеет больше к правому флангу также сегодня. Ну а пока перехват в атаке Зорко. Дальний удар, судя по всему, Екатерина Ковальчук. Не допускает здесь никаких ахов-охов. Все нормально. Все в порядке. Логинова. Харитончик. Зуварату. Не лишним будет напомнить, как завершились матчи между этими соперниками, которые прошли в этом сезоне раньше. А здесь красиво падала Джульетта Нана. И не просто так. Приняла ее на бедро соперница из Зорки. И посмотрим мы опасный штрафной на ворота минской команды. У мяча Дудко, у мяча Логинова. Ну, посмотрим. Вполне может быть и прямой удар с такого расстояния. На положенные 9 метров нужно стенки отойти. Возможно, здесь их и не будет, этих 9 метров. Но, по крайней мере, не так близко к мячу надо стоять. Потому что здесь не то, что не пробьешь, здесь передачу-то не получится сделать. Масса здесь тактических вариантов просматривается. Сергей Русецкий просит Диану Шмаровскую смотреть розыгрыш. На уровне интершума я сейчас это слышу и транслирую вам. Эдакий тактический момент от главного тренера Зорки. Поскольку сейчас поле покинула одна из игроков центра поля, Елизавета Болотянова. Здесь у нее, видимо, проблемы какие-то. А у нас Дудко бьет и попадает в перекладину. Какой момент! Ну, вот здесь выпрыгивала за этим мячом Виктория Крылова, но потащила ли бы она его, если честно, очень сильно сомневаюсь. Да, удары в перекладину и по стойкам ворот не считаются за удары в створ, но, согласитесь, это было очень опасно. Невероятно опасно. Ну вот уже 3 таких супер момента создал Неман. Парочку полумоментов от Зорки мы видели. Это тот случай, когда не скучные нули на табло. Как принято говорить, Нана убегает в последний буквально момент. Алина Васильева подставила ногу. Если бы она этого не сделала, Нана могла бы уже расстреливать Викторию Крылову. По крайней мере, пытаться в очередной раз это сделать. Проходят сегодня разрезающие пасы у Немана. Тревожно должно быть, конечно, Русецкому за защиту своей команды. Но пока справляются. Удар! И вновь в каком-то десятке сантиметров разминается мяч со стойкой ворот Виктории Крыловой. Ну, просто обложили, конечно, и штрафную, и бьют постоянно футболистки гронинской команды. Но вот никак упорно не идет в ворота мяч. И смотрите, какой высокий прессинг. Явно почувствовали футболистки гронинской команды в себе силу, но здесь не вовремя упала одна из них. Киянка убегает. Что придумает? Что придумает Кристина Киянка? Пасует на Шмаровскую. Шмаровская навешивает и накрывает в ближнем углу Екатерина Ковальчук. Возможно, не самое острое было продолжение. Не почувствовала себе Кристина Киянка силы и уверенности после этого забега пробить. Ну, советую всегда проще, чем, находясь на поле, принять решение. Поэтому мы здесь не будем заниматься этим неблагодарным делом. Проскакивает, киксанул мяч у защитницы БГУ. Ну что, Нана Джульетта. Нарушение, судя по всему, было. Поднимает флажок боковой. И вторит ему главный судья сегодняшнего матча Павел Яковенко.
Лилия Жиголка на газоне, но встает она. Все нормально с девушкой. Ну и хорошо. Разыгрывает мяч Зорко. Бенкевич обыгралась с правым флангом. Нет, вот сейчас Бенкевич. А вот сейчас Бенкевич, а то была Надежда Воскобоич. Проходит между ног этот пас. Этот финт, точнее. Не пас, конечно же, ну и угловой. Довольно редкое явление. На ворота Немана будем мы с вами наблюдать. Посмотрим, чем закончится этот стандарт. Ну, не то чтобы много фактурных футболисток у Зорки. Хотя посмотрим. Может быть, есть какая-то домашняя заготовка. Навес. Взмывает свеча над штрафной Немана. Здесь Логинова. Не удается ей забрать мяч. Справляется Зорко. Сейчас все футболистки обеих команд сконцентрировались на левой половине поля. Вот сейчас только выбегают канареечные. И, похоже, будет еще один угловой. Впрочем, нет. До углового не дойдет. Неточный пас. Быстро перехватывает мяч Зорко. Бежит в свою атаку. Прострел, удар! И фантастический просто сейф удается Екатерине Ковальчук. Еще и мяч остается в игре. А ну как если развернуть контратаку попробовать. Джульетта Нана, как всегда, на своих свежих ногах. Бежит, правый фланг. Нана проходит. 14 номер. Екатерина Дудко. Дудко, прострел, удар. Что это было? Да, в общем, непонятно. И похоже, что удар от ворот мы увидим. Да, вот такую ударную 2-3 минутку мы с вами посмотрели, когда мог счет стать 0-1 в пользу гостей, соответственно. И отличный сейф удался Екатерине Ковальчук в ближнем углу. И тут же атаковала уже противоположная команда, хозяева. Чуть похуже момент имели, и тем не менее. Кажется, немного подустала команда Неман, проседает слегка, хотя, может быть, это только впечатление такое. Дудко. Здесь никто не зацепится за мяч. Из Гродненок. И, соответственно, с ним встречается Крылова. Крылова голкипер не самого высокого роста, это можно даже по телевизионной картинке заметить. В отличие от своей визави Екатерины Ковальчук, уступает она в антропометрии и, соответственно, несколько раз уже с трудом дотягивалась сегодня до верховых мячей. Иногда вместо того, чтобы забирать их, приходится играть кулаками. Здесь удар, либо прострел. Ну, так перспективно выглядело. Судя по всему, контролировала Екатерина Ковальчук этот момент. Но у болельщиков могло ёкнуть сердечко на какую-то долю секунды. Болельщиков Немана. Запирают у боковой линии поля футболистки Зорки своих соперниц. Ну и будет у нас аут. 2 минуты осталось играть основного времени первого тайма. Счет не открыт, 0-0. Посмотрим, удастся ли кому-то то, что мы называем традиционно голом в раздевалку. В последнюю 5-минутку однозначно инициативой больше владеет Зорко. Правда, конкретных дивидендов не принесло это девушкам, но моменты начали возникать. И напряжение чувствуется. Интересный упорный матч мы с вами смотрим, как и предполагалось. Единственное, наверное, для нейтрального болельщика хотелось бы голов и побольше.
Но триллер и драма возможны и при таком счете. Особенно с финальным свистком, его приближением. Все интереснее и интереснее и более напряженной будет становиться игра. Поскольку, как я уже сказал, обе команды будут играть сегодня на победу. Нано! Не было ли игры рукой? Не было, считает арбитр. И в последний, опять же, момент вступает в игру Лилия Жуголка. Не дает Нане пробить. Как кажется, немного запаздывает Нана в этих вот эпизодах с выходами 1 на 1, которые случаются довольно-таки регулярно в первом тайме. Уже раза 3 это произошло. Самый первый был супер опасный, еще и пробить удалось. Но пока Нана не может завершить. Навес с правого фланга. Здесь уверенно чувствует себя на втором этаже Виктория Крылова. Запускает в контратаку свою футболистку. Но не получается. Удается отойти к своим воротам и расставиться футболисткам Гродненского Немана. А тем временем у нас истекает основное время первого тайма. И посмотрим, будет ли добавлено Павлом Яковенко хоть что-нибудь к этой первой половине матча. В принципе, остановок как таковых не было. Не было у нас желтых карточек, не было красных, не было травм, слава богу. Ну и, соответственно, первый тайм у нас завершен. В качестве его итога можно сказать, что активнее и опаснее смотрелся Неман. Под конец зорко добавила, но счет пока 0-0. Мы обязательно с вами встретимся во втором тайме и посмотрим, как все это дело завершится. До встречи во втором тайме этого матча.
И снова всем привет, дорогие друзья. Возвращаемся на второй тайм решающего матча в распределении бронзовых наград сезона 2021 года в женском чемпионате. Еман из Гродно на своем футбольном манеже принимает Зорку БДУ. После первого тайма у нас счет не открыт, 0-0. Тем не менее, те, кто присутствовал на нашей трансляции, скажем так, в первой половине матча, согласится, думаю, со мной, что матч получился в этом первом тайме интересным, обоюдоострым, с некоторым преимуществом хозяев. Но, тем не менее, и те, и другие представители различных двух команд могли отправить мяч в чужие ворота. Неман выступает в своих традиционных цветах, желто-зеленых, домашних. Правые ворота от нас с вами занимает эта команда. Ну, Зорка БДУ сегодня в розово-фиолетовом сочетании цветов. Майки, соответственно, шорты. Здесь у нас может быть опасно. Не только может, но и было. Тем не менее, удар от ворот. Екатерина Дудко очень классно прорывалась на самом-то деле. И если бы чуть-чуть менее расторопной оказалась Виктория Крылова, голкипер Зорки БДУ, то вполне могла бы пропустить гол, либо привести 11-метровый своей команде. Если кто-то пропустил первый тайм, скажу еще раз, повторюсь, что этот матч, его значимость сложно переоценить в распределении наград, поскольку всего 2 очка между командами. Идущая третьей Зорка БДУ имеет 49 очков, идущая четвертой команда Неман из Гродно имеет 47 очков. И, как мы понимаем, нужна победа и только победа сегодняшним хозяевам. Ну и Зорка наверняка не откажется именно сегодня за тур до конца оформить себе бронзовые медали к столетию БГУ. Не видно замен. Не происходили они, судя по всему, в перерыве. А значит, все футболистки находятся в оптимальном своем игровом сочетании. Травмы, усталости нет, которая бы мешала продолжать этот матч. И после этого штрафного я вам озвучу составы команд в том виде, в котором они были в первом тайме. Ну и, собственно, в каком они вышли на второй. Разыгрывает вот так низом. Довольно хитро получился этот розыгрыш штрафного. Дарья Татарин покатила на Наталью Качан. Ну, неразбериха возникла между партнерами по команде. Не смогли пробить девушки. А здесь нарушение на защитнике Зорки БДУ. Фол в атаке. Судя по всему, Джульетта Нана постаралась. Сильной умышленной грубости здесь не было, но от большого желания. Судя по всему, такой момент получился. Чисто игровой эпизод, тем не менее штрафной. Составы играющих сегодня команд. Начну с футболистов, которые сейчас будут разводить этот штрафной. Зорка БДУ. В воротах Виктория Крылова под 15 номером. Полевые футболистки. Кристина Киянко, номер 5. Лиана Мирошниченко, номер 6. Капитан команды. Прервусь ненадолго. Джульетта Нана навешивает. И уходит мяч. Что-то здесь было. Либо офсайд, либо... Не могу я до конца разобраться. От своих ворот будет уводить Виктория Крылова. Просит она своих партнеров подальше отойти, а в результате разыгрывает даже не она, а защитник и с ближней. И не цепляются футболистки Зорки за этот мяч. Очень быстро Неман перехватывает инициативу в свои ноги. И вновь атакует Нана Джульетта. Нана Джульетта проходит одну, другую свою соперницу. Дарья Татарин здесь.
И ничего не получается. Защита в этой атаке оказалась на высоте. Кристина Киянка сохранила мяч для своего партнера по команде. Воскобович Надежда. И на левый фланг ушел мяч. Продолжаю о составах. Алина Васильева под номером 11 в составе Зорки БДУ. Алина Щерба под номером 13. Лилия Жиголка 16. Надежда Воскобович номер 17. Полина Гирчис номер 19. Хороший подкат. В исполнении как раз таки Полины Гирчис. Диана Шмаровская номер 21. Елизавета Болотянова номер 75. Яна Бенкевич под номером 97. И тренирует команду. Сергей Русецкий. А запасных, кто сегодня может появиться на поле у Зорки, скажу я вам. Екатерина Камлюк под первым номером — это запасной вратарь. Полевые футболистки — это Дарья Иванчик под номером 4, Диана Осмоловская под номером 7. Прервусь на секунду, у нас Кристина Киянка атакует, пасует на Яну Бенкевич. Бенкевич догонит мяч. Бенкевич попробует пройти своего соперника, не получается это сделать. И в контратаку может бежать Неман. В принципе, это и делает. И делает 8-й номер Наталья Качан. С ней справляются Воскобович. И неразбериха, недопонимание между двумя партнерами по команде, между Воскобович и Бенкевич, дают шанс мне, девушке, закончить объявление состава. Ну, был аут. Не удар от ворот. Соответственно, здесь, как мы видим, высокий прессинг поднимаются футболистки Зорки. Также в составе Зорки могут появиться на поле Ольга Копыша под номером 8, Ксения Дубовик под номером 10, Екатерина Чаюк под номером 14 или Анастасия Лобашова под номером 24. Состав Немана, хозяева, в следующем сочетании выходят они. Екатерина Ковальчук номер 91, вратарь. Полевые: Татьяна Барташевич номер 7, Наталья Качан номер 8, Екатерина Дудко номер 11, она же капитан команды, она же играющий тренер. Татьяна Кенден номер 13, Джульетта Нана номер 14, Валерия Харитончик номер 21, Каролина Житко 22, Дарья Татарин 23, Муса Зуварату 33 и Татьяна Логвинова 55. Дудко Екатерина у нас тренер, как я сказал, она же и на поле, она же главный человек в атаке Немана, и она же сейчас перехватила мяч. Логинова. Хорошо, Качан оттирают от мяча, да еще и без фола, да еще и удар от ворот всего лишь будет. Наверняка могут быть довольны действиями своей защитницы болельщики Зорки БДУ. Запасные игроки Немана: Айчурек Талонова под первым номером вратарь. А мы смотрим, что придумает 23-й номер. Придумает неплохой пас, который, тем не менее, перехвачен. Дарья Татарин. Неплохо. Не уходит мяч за лицевую. Дудко. Логинова. Можно попробовать контратаку. Бенкевич бежит. Выход 1 на 1. Ковальчук не успела вернуться. Бенкевич против Ковальчук. Кто? Кого? Удар. Ковальчук спасает. Мяч все еще в игре. Вторым темпом можно попробовать. Бенкевич продолжает владеть мячом. Попытался оставить пяткой. Не вышло. Татарин. Не пройти Воскобович. Нарушение правил. Так показалось и мне. Так показалось и судье. Кто еще может выйти у Немана? А могут выйти Анжелика Фифилатьева, номер 15, Полина Долматова, номер 18, Гражина Теста, номер 29. Все, больше в запасе никого нет. У Немана сегодня скамейка довольно короткая. Всего 3 полевые футболистки, 1 вратарь. Главный судья сегодняшнего матча Павел Яковенко. Он сейчас свистнул у мяча
Главный бомбардир нынешнего состава Зорки БДУ Лиана Мирошниченко. С левой ноги закручивает, и закручивает не самым лучшим образом. С мячом встречается Нана Джульетта. Пошла у нас игра. Пошла у нас заруба без центра поля. Неман в атаке. Удар дальний. Ох, не просто здесь было справиться с таким выстрелом Виктории Крыловой. Но она все-таки накрыла мяч. И углового здесь не допустила. Тем временем 10 минут у нас уже прошло во втором тайме. Счет по-прежнему не открыт. Но игра однозначно смотрится. Но вот тот момент у Яны Бенкевич, когда Ковальчук просто героически вытащила в нижнем углу. Согласитесь, это сейвище был. Ковальчук уже второе такое спасение совершает. В первом тайме также был момент, когда в ближнем бою в нижнем углу Екатерина оказалась выше всяческих похвал в плане своей вратарской игры и мастерства. И оставила счет 0-0 на табло. Но этот счет никоим образом не устраивает Неман, поскольку, как я говорил, в последнем туре Неману предстоит тяжелейший выезд в гости к Минску. Минск — команда, которая завоевала серебряные медали и, да, проиграла все 3 матча Динамо БГУ ФК, но все остальные-то выиграла. Будет очень сложно набрать там хотя бы 1 очко, а уж тем более победить. Поэтому сегодня нужна только победа, по-другому никак. И к этой победе Неман будет с каждой минутой все больше стремиться. С каждой минутой, что будет приближать нас к финальному свистку. Очередная атака от желто-зеленых. Перехват. Воскобоевич на правом фланге. Смотрите, какой кульбит от Надежды. Ее сестра Наталья, как мы знаем, сейчас играет в России. Она голкипер, но об этом позже, наверное, потому как заваливают Екатерину Дудко. Заваливают без нарушения правил. К тому же удар от ворот показывает Павел Яковенко, а именно он сегодня у нас главный судья. Не рассказал я вам о бригаде судей, обслуживающих сегодня матч. Исправляю свою небольшую оплошность в виде этой задержки во втором тайме. Помощники судьи на линии — это Андрей Садловский, Николай Прохоренко, 4-й судья Евгений Соколовский, инспектор Михаил Лавский, извините. И вновь в атаке Неман. Дудко бьет, попадает в соперницу. Достается там 18-му номеру и останавливает игру Яковенко. Ну, странная остановка на самом деле, потому как Зорка убегала в перспективную контратаку. Но, тем не менее, если нужна помощь футболистке, значит, стоило остановить эту встречу, да. 16-му номеру нужна помощь. Лилия Жиголка лежала на газоне и досталась очень сильно после этого пушечного выстрела в исполнении Екатерины Дудко. Спорный мяч будет. Да, пока за эти вот полчаса с небольшим до окончания встречи, ближе, конечно, к 3-му месту Зорка БДУ. Я не про результат сегодняшнего матча говорю, а скорее по расстановке сил в чемпионате. В последнем туре Зорке играть дома, играть против Бобруйчанки, и в принципе вполне Зорка может этот матч без проблем выиграть. Ну, может быть, без проблем я здесь погорячился. Команда Николая Касаткина постарается навязать борьбу.
Тем не менее, все есть у Зорки для того, чтобы спокойно довести этот чемпионат до бронзы для себя. Здесь Екатерина Дудко пробивала, но удар скорее был так для галочки. Не было здесь опасности. Мяч очень медленно шел. Виктория Крылова его забирала без проблем. Четко прослеживается план Сергея Русецкого сыграть на контратаках. И, в принципе, план удается. Как мы видим, во втором тайме уже случился провал в обороне Немана. Яна Бенкевич могла забивать уже этот гол. Не получилось сделать. Это удар в исполнении Валерии Харитончик. Мяч идет существенно выше ворот. Никаких проблем он не доставил Виктории Крыловой. Ну что, прошло у нас уже 15 минут второго тайма. И, возможно, стоит уже подумать о заменах. Пока, тем не менее, мы их не видим. Значит, тренеров устраивает все, что происходит на поле. Либо они боятся поломать игру. Такое тоже бывает в больших матчах, а сегодняшняя встреча наверняка может таковым считаться. Вполне можно игру команды нарушить неаккуратной заменой. Каждый кирпичик четко подогнан друг к другу, и их взаимодействие в схеме игры команды очень важно. Зорко атакует. Можно на правый фланг перевести. Там Гирчиц Полина. Она принимает мяч. Раскачивает свою соперницу. 1-2 раза накручивает. Делает передачу на Яну Бенкевич. И мы видим аут, но не в ту сторону, в которую хотела бы Зорко, а в ту, которую бы хотела футбольная команда Неман. Финальные разборки у нас не только в женском футболе, но и в высшей лиге, в первой лиге. Во второй лиге сейчас идут полуфиналы. Поэтому призываем вас следить за белорусским футболом в социальных сетях, на сайте АБФФ, на официальном канале в YouTube. Пожалуйста, подключайтесь, и все противостояния вы увидите в прямом эфире. А также сможете познакомиться с результатами. Как я уже сказал, чемпионом этого сезона, как и прошлого, что вряд ли можно назвать неожиданностью, становится Динамо БГУ ФК. Второе место занимает футбольный клуб Минск. Тоже здесь никаких неожиданностей. Ну а вот борьбу за бронзу номинальную пока еще ведут 3 команды. Это 2 играющие сегодня и футбольный клуб Днепр-Могилев. Но после поражения на прошлой неделе от Зорки БДУ гостевого, Днепр в значительной мере лишился реальных шансов на бронзу. А 2 оставшиеся команды, за которыми мы с вами сегодня наблюдаем, пока еще за нее борются. Стоит сказать, что в 2 последних чемпионатах 19 и 20 годов неизменно 3-ю строчку занимал футбольный клуб Неман. И все же ситуация была несколько разная с точки зрения противостояния этих соперников конкретных. Все-таки в 19 году не было еще Динамо БГУ ФК как команды, созданной на базе и с поддержкой. А здесь у нас было очень опасно. Прорывалась Качан Наталья. Простреливала штрафную, и замкнуть там просто было некому. Но в такие моменты даже отскок от своего может быть опасен. А куда так далеко вышла Ковальчук? Куда она вышла? Киянка! Киянка пробивает по пустым воротам, и это сейвище! Просто что творит защитник? Просто фантастика в исполнении защитника Немана. К сожалению, не хватает мне здесь четкости и зоркости моего зрения, чтобы разглядеть номер, кто конкретно спас здесь
ворота. Но это просто фантастический момент, согласитесь. В абсолютно отыгранном состоянии уже была Екатерина Ковальчук. Куда-то она в стиле Мануэля Нойера выбежала. Если мы вспоминаем классику мужского футбола. Потеряла позицию, и киянка уже отправляла мяч в пустые ворота. Да, этот момент, конечно, будет будоражить наше сознание еще долго. Возможно, до финального свистка, если что-то интереснее тут не произойдет. Но счет 0-0. Ну и как такие нули назовешь скучными, скажите мне? Несколько уже вы с вами видели выходов 1 на 1 на разные ворота. А Зорко-то поострее во втором тайме. Именно контратакующий план Русецкого работает на все 100%. Ну ладно, на 90. На 100 он бы работал, если бы забитые мячи были. И вновь Зорко. Зорко с левого фланга атакует. Что получится сделать футболисткам в розовой форме? Какой сейф от Екатерины Ковальчук. И вновь в ближнем углу. Ну вот и справляется она в каком-то роде за предыдущий момент, когда слишком далеко пошла куда-то за мячом, потеряв свою позицию. Здесь играет отлично. Переводит мяч через перекладину. Так и должна действовать голкипер команды, борющейся за бронзу чемпионата Беларуси. Угловой. Зорко подает. Левый фланг в действии. Перелетает мяч всех, но остается он у Зорки. Бенкевич бьет, но мяч совсем не лег на ногу. Свалился он с нее. То бишь мяч, то бишь с ноги. И ушел очень высоко. Закипают страсти в этом матче. Все меньше шансов у нас отвлечься на какие-то статистические выкладки. И все больше шансов у нас насладиться этим интереснейшим футболом. В этот не самый ласковый осенний день. Логинова. Обрезка. Забирают здесь мяч. Просто накрывают. Зорко просто прижимает своих соперников. Справляется. Муса Зуварату вернулась к своим воротам. Набегалась она уже и в атаку сегодня. Анна Джульетта. Такое ощущение, что большую часть сил девушки в желто-зеленой форме оставили на поле в первом тайме. И в первой половине второго тайма. Давайте скажем так. Явно сейчас посвежее выглядит Зорко. Как будто второе дыхание открылось у девушек. В розовой форме не было здесь пенальти, конечно же. Яковенко не свистит, не реагирует на это никак. И снова перехват. Что творит Зорко? 11 номер наносит этот удар далеко от ворот. Нет, сильно в сторону уходит мяч. Алина Васильева здесь взяла на себя ответственность, но промахнулась. И промахнулась сильно. Не стоило торопиться, конечно, в этом розыгрыше, но похвалена сама инициатива, само желание девушки пробить. Вот в 2019 году не было команды «Динамо БГУ-ФК». Зато была команда «Зорко БДУ», и она была отличная, эта команда. Она заняла второе место тогда в чемпионате с довольно большим отрывом от третьего места, которое занял Неман. Ну а вот в прошлом сезоне, довольно непростом со всех точек зрения, появился клуб «Динамо БГУ-ФК». И безраздельно занял место единственного короля, точнее королевы, если мы говорим о женском футболе, в таблице нашего родного чемпионата. Минск стал вторым, ну а Неман в упорнейшей борьбе при абсолютном равенстве очков занял третью строчку турнирной таблицы, взял таки эту бронзу, выиграл ее буквально. И сейчас Сергей Русецкий сказал, что не допустят они этого, будут бороться за 3 очка в каждом матче. Навес, удар! И это гол! Это гол! Наталья Качан открывает счет на 70-й минуте встречи. Перелетел все-таки мяч всех защитниц Зорки БДУ.
Отличается. Отличается, возможно, не совсем та, от кого ждали сегодня. Хотя я уверен, что болельщики готовы ко всему. Болельщики жаждут гола от кого угодно уже просто. И 70-я минута, и Наталья Качан. Молодец, хорошо активизировалась эта девушка во втором тайме. В первом мы ее видели несколько меньше, скажем так, в атаке. Там больше зажигали Нана, Зуверату, Дудко, разумеется. Ну а сейчас мяч дошел после этой навесной передачи уже в штрафной до Натальи Качан. И Наталье осталось просто подставить ногу. Хотя мы видали, что в таких моментах промахиваются футболисты поворотом, но на сей раз этого не произошло. Киянка! Хорошо играет в защите. Каролина Житко не позволяет киянке здесь совершить какие-то чудеса. И не знаю, видите ли вы, но вижу это точно я, находясь на футбольном манеже в Гродно, что побежала разминаться футболистка Зорки. Я пока не вижу, кто это, но явно нужно что-то менять. Сергею Русецкому не входит поражение в его планы, а у нас контратака. Джульетта Нана, Татьяна Логинова. Ну что, есть там Качан, есть Дудко, но навес-то не проходит. Тут две защитницы. Джульетта Нана. Нана проходит. Нана прорывается. Это будет, хотел сказать, угловой, но успели девушки добиться аута. И замена у нас произойдет. Первая, довольно поздняя. Дарья Иванчик под номером 4 заменяет Елизавету Болотянову под номером 75, игравшую. Ну и посмотрим, поможет ли эта замена отыграть вот этот вот образовавшийся разрыв в 1 гол в пользу хозяев. Да, нельзя сказать, что Неман во втором тайме наиграл на этот мяч. Скорее наиграл на него Зорко. Я именно про второй тайм сейчас говорю. В первом-то Неман был хорош. И даже, пожалуй, получше сегодняшних гостей. Ну, возможно, здесь есть смысл вспомнить старую футбольную мудрость, которая также применима для всех игровых видов спорта, где забиваются так или иначе мячи и создаются голы. Не забиваешь ты, забиваешь тебе. Все-таки у Зорки было 2 отличнейших момента выхода 1 на 1. Яна Бенкевич пробивала, да не пробила Екатерину Ковальчук. Дудко ушла в край, пробила. И что, офсайд, нарушение. Судя по всему, ушел просто мяч за пределы поля. С комментаторской позиции это было не очень хорошо видно, но помощнику судьи было это куда как виднее. Был отличный выход Кристины Киянки. Также 1 на 1 с Екатериной Ковальчук. Вы помните, когда потеряла буквально ворота Ковальчук. Наверное, единственный ее такой ляп в сегодняшнем матче, если можно так выразиться. Закончилось все благополучно для хозяйской команды. Но было очень опасно. А вот у Немана во втором тайме гол пришел буквально из ниоткуда. Просто проспали. Проспала защита Зорки. Хороший заброс на Екатерину Дудко. Дудко грудью обрабатывает. Но был офсайд все-таки, да. Было положение вне игры. Можно здесь не напрягаться. Дудко! Дудко выходит практически 1 на 1. Передает своему партнеру по команде. Удар Дудко. Умный пас был от Дудко на Житко. А Житко назад возвращал на Дудко. И там уже практически можно было пробивать. Если бы не защитница Зорки.
Зорко бежит в свою атаку. Ну что? Тут уже Воскобоевич пошла в атаку, хотя она вроде как защитник по расстановке сегодняшней. Хотя фланговый защитник, как мы знаем, это такое понятие в современном футболе довольно-таки гибкое. Эти латерали, забегающие по своим краям, вполне могут подключаться и забивать. Очень нахваливал Надежду Воскобоевич в прошлом матче Сергей Русецкий. Говорил, что, выпустив ее на правый фланг обороны, добились того, что все ее наилучшие качества, ее неуступчивость в борьбе была применена наилучшим образом. В том числе она поучаствовала в победе команды самым наилучшим образом. В общем, доволен был главный тренер этой футболисткой, чья сестра Наталья Воскобоевич, старшая сестра, является голкипером национальной сборной Беларуси, играет сейчас за Пермскую Звезду 2005. Дважды лучшая футболистка Беларуси в составе «Зорки». Я сейчас про Наталью Воскобоевич 2016 и 2017 годов. Сейчас зажигает в чемпионате России. Ну а Надежда также познает развитие свое футбольное в «Зорке БДУ». Посмотрим, как у нее дальше сложится карьера. Сейчас она может сложиться на бронзовой медали. Но при таком результате оформить их в этом матче не получится. Потому что чистая бронза — это победа «Зорки БДУ» в сегодняшнем противостоянии, напомню вам. Победа же Немана откладывает решение вопроса о бронзовых медалях до последнего тура. Ну, все как мы любим с вами. Настоящая драма, когда в последний момент на падающем флажке решается судьба наград. Наталья Качан. Дарья Татарин. Отыгралась Качан. Качан прострелит, никого здесь нет. Как будто не поверила здесь Валерия Харитончик в то, что этот мяч может пройти сквозь частокол ног защитниц «Зорки БДУ». Здесь нужно успокоить игру Неману. Это и делают девушки, через Ковальчук играют. Ковальчук сегодня огромный объем работы выполнила в воротах. Несколько отличнейших спасений, которые сохранили команду в игре и позволили вот такого приятного пока счета добиться. Хороший прострел. Татарин. Из-под ноги у нее выгребают этот мяч. Кто-то из защитников «Зорки». Дальний заброс. Здесь Киянка. Воскобоевич уже явно перешла в нападение. Воскобоевич! И как перехватывает этот мяч Каролина Житко. Хладнокровие, достойное просто лучших образцов искусства защиты. Да, уважаемые зрители, уважаемые болельщики футбольные, наслаждаемся мы с вами голами, классными комбинациями в атаке, но и защита может быть красивой, как вот сейчас продемонстрировала Каролина Житко. Отбор просто высочайшего качества, да и в нужный момент для команды. Зуварат у мяча, но водит его не она. Дудко! Ну, здесь не получается ничего сделать с мячом Екатерине. Там было сразу двое защитников. Накрывали возможную передачу. Да, Надежда Воскобоевич точно уже перешла в нападение. Она уже больше не защитница. Разве что эпизодически, но больше ориентирована на нападение. Здесь мы видим и Кристину Киянку. Вот здесь может быть опасно. Качан! Качан встречается с мячом. Качан прикрывает корпусом. Ничего не получается. Все-таки накрывают Наталью Качан. Можно попробовать. Надежда Воскобоевич. Яна Бенкевич поддерживает. Полина Гирчес по правому флангу. Как технично играет Надежда.
Уходит в правый фланг, свой любимый. Ну и здесь не дадут ей уже ничего сделать. Ах, как с мячом встречается. Встречается, конечно же, Екатерина Дудко. Нана Джульетта напоминает нам о себе. Как-то забыли мы немного, что она существует на футбольном поле. Заплелась в своих ногах и пробила в ногу соперницы. Чуть больше 10 минут у нас осталось. Будет, конечно, какое-то добавленное время. И сейчас все решится. Несмотря на счет, удар поворотом. Мимо. Но выглядело перспективно. Да, ближе к победе, конечно, сейчас Неман. Ольга Копыша под номером 8 появляется у Зорки БДУ. А Лилия Жиголка, который играл по 16-м, отправляется отдыхать. Вновь новые силы вливает Сергей Русецкий на поле. Ни одной замены не было у Немана. В принципе, можно понять, здесь сплошь молодые девушки. И только лишь трое полевых футболистов. Ну а менять голкипера уж тем более смысла никакого нет. Зачем так заигрываться? Екатерина Ковальчук, вынеси мяч. Ну, не мне советовать, конечно, здесь. Но накрывали уже вдвоем просто прессингом. Да, насколько Ковальчук сегодня хороша, настолько она в некоторых эпизодах ведет себя прям-таки странно. Вот сейчас вполне киянка могла перехватить мяч и снова отправить его уже в пустую рамку. И как мы видим, этот эпизод еще и не прошел для Екатерины Ковальчук. Просто так. Она держится за ногу и лежит на газоне футбольного манежа. Да еще и медиков подзывают. Как бы не пришлось сейчас вот под мои эти слова выпустить запасного голкипера гродненской команды. Напомню, это Ачурек Талонова, представительница Кыргызстана, под первым номером, молодая голкипер, 20 лет. Не хотелось бы, чтобы замены сегодня из-за травм происходили. Мы желаем здоровья абсолютно каждой футболистке, не только в этом противостоянии, но и в любом другом. Повисает немного молчания у нас над полем. Все ждут, какой же будет все-таки, какой же будет момент, какое будет решение по состоянию Екатерины Ковальчук. Сможет ли она разыграться? Ну, вроде поднимается Екатерина. Уходят медики с поля. Посмотрим мы с вами, что здесь будет. Вроде все-таки разыгралась. Сказал бы, разбегалась, но она стоит на месте, поэтому посмотрим. Зорко пытается накатить на ворота соперников. Да, предыдущие встречи в чемпионате, не сказал я вам про них. Возможно, стоило бы это сделать. Но дождусь, пока все-таки мяч куда-то уйдет. Меньше опасности будет. Ляна Мирошниченко налево пасует. Мусазу Варату в своем фирменном стиле выгребает мяч из-под ног соперницы. Нана Джульетта сохранила такие силы на эти последние минуты. Нана Джульетта в ближнем углу. Молодцом Виктория Крылова. Так вот, предыдущая встреча на этом стадионе, на этом манеже Неман, Зорка БДУ сыграли 2-2 в очень упорном противостоянии. Ну а на стадионе Зорки БДУ 3-1 закончился матч. Мирошниченко Лиана забивала тогда 2 гола. Ну и все, хватит вам про статистику. Давайте смотреть этот угловой. Неман навешивает, подрезает головой. Ну, хотела в дальний угол наверняка здесь футболистка Немана. А получилось по центру ворот, прямо по позиции Крыловой.
Забирает его Виктория. Быстро вводит. Времени совсем мало. Какой подкат. Но все-таки недостаточно он вышел чистым. С нарушением он пошел. Надежда Воскобойчик оказалась на газоне. Да, не хочет откладывать Зорко вот этот момент завоевания бронзы. Но слишком уж сложно будет победить, конечно, сегодня. 5 минут осталось играть, 2 гола нужно. Тут хоть бы отыграться. Полина Гирчиц, правый фланг. Убегает у нас вышедшая недавно на поле под 8 номером футболистка Полина Бенкевич. Обратный пас на 8. Ольга Копыша это. Но не пожарит, не пожарит Неман здесь. Ну и в защите хорошо перехватывает Надежда Воскобойчик, как мы видим. Лиана Мирошниченко. Откатились за линию мяча практически все футболистки Немана. Только Екатерина Дудко караулит возможный отскок, передачу. Ух, как опасно может быть удар! Ну, с внешней стороны ворот. Этот мяч приходится. Нужно немного успокоиться всем местным поклонникам гродненской команды. Чуть все-таки не удалось подрезать футболистки Зорки в створ ворот. Никуда не торопится Катерина Ковальчук. А куда торопиться? Играть совсем недолго осталось. 4 минуты основного времени. Счет команда устраивает. Она, Джульетта, еще готова побегать. Еще готова обыграть. И нарушение в чью сторону? Оно в сторону Зорки БДУ. Ворот. Не будет торопиться с розыгрышем Неман. Полежит немножко на Анна, даже если она в состоянии подняться. Ну, стык там был довольно жесткий. Впрочем, мы надеемся, что ничего серьезного для здоровья футболистки, представляющей экзотическую страну для местных наших широт, которая называется Буркина-Фасо. И вновь медики нужны. И что, уходит на нас Джульетта с поля. А замена, тем не менее, не происходит. Да, прихрамывая уходит Нана. И так тревожно немножко за футболистку. Ну, посмотрим. Без нее пока происходит розыгрыш этого штрафного на вес. Отбивается Зорко. Пытается выйти в атаку столичная команда. Не получается это сделать. Очень много футболисток Немана после розыгрыша штрафного здесь находится на половине поля соперника. Что, попробуют они забить второй? Или получается, вот ничего не получается. 2 минуты основного времени играть. Все чаще я напоминаю вам о хронометраже, поскольку это очень важно в текущий момент. Логинова. Заплели ноги. Полина Гирчиц заплела ноги Татьяне Логиновой. И очередной штрафной. На левые от нас с вами ворота. Екатерина Дудко у мяча. Подтягивает время. Футболистки в желто-зеленой форме. Дудко разбегается. Дудко бьет. Но все-таки мяч шел по позиции, которую занимала Виктория Крылова. И проблем в фиксации его не создавал. Кристина Киянка. Одна из последних атак Зорки БДУ. Киянка. От греха подальше здесь играет Каролина Житко. Ну что, это угловой или это аут? Сейчас мы с вами разберемся конкретнее. Это аут. Истекает основное время. Важным моментом, конечно, будет являться, сколько добавит
Павел Яковенко. Но сейчас не об этом, сейчас об атаке Зорки БДУ. Ну, в такие моменты и контратаки со стороны противоположной команды очень опасны. Уже подают мяч своим соперницам футболистки Зорки. 3 минуты добавляет Павел Яковенко. А это значит, что хотя бы 3 минуты еще этого интереснейшего футбола мы с вами посмотрим. Это штрафной. Это довольно-таки опасный штрафной. Много футболисток Зорки собираются в штрафную. Навес. Смотрим мы, что здесь происходит. Забирает Екатерина Ковальчук без проблем этот мяч. Не будет торопиться с вводом его в игру. Наверное, Екатерина Ковальчук заслужила сегодня сухарь. Но вот получится ли его оформить? Бенкевич. Левым флангом бежит Зорка, но здесь единственная защитница Немана. Без проблем справляется с этой передачей. Да, страсти кипят просто на невообразимом уровне. Футболистки кричат друг на друга, уже готовы, не знаю, вцепиться в волосы своим соперницам. И немного успокаивает их Павел Яковенко. Тем временем Муса Зуверату вообще никуда не торопится. А у нас замена. В стане Немана. Полина Долматова, нападающая, представляющая Российскую Федерацию, появляется вместо Валерии Харитончик, которая тоже сегодня отбегала. Будь здоров. Аут. Какие-нибудь 1,5 минуты у нас остаются. Зорке надо из последних сил уже накатывать, просто переходить в навал, потому что времени на розыгрыш мяча уже откровенно нет. Ох, какая неточная передача. Но доходит таки мяч до футболистки Зорки. Сейчас много неразберихи в действиях футболисток и той, и другой команды. Яна Бенкевич подхватывает мяч, мчится локомотивом к воротам соперника. Ну что, Яна? Нет, не будет пробивать. Уступает она Копыше. Копыша, какая-то странная передача, получается, возможно, так и задумывалась. Мяч уже на левом фланге. Ну что, прострел. Почему-то пропускает мяч футболистка Немана. Требует просто вставать. Не верит этому падению арбитр. Можно попробовать пробежаться, но, наверное, нет сил. Просто уже банально нет сил у футболистки Немана. Ну сколько там минут осталось? Все, финальный свисток. Финальный свисток фиксирует победу Немана. Тяжелейшая, просто вымученная, выгрызенная победа Немана. Во втором тайме мало что получалось у команды. В первом мяч упорно не шел в ворота, но в результате на 70-й минуте единственный мяч забила Наталья Качан. Отлично мы с вами посмотрели футбол. По очкам